Их достало, их дико возмутило, что кто-то может выйти и начать сопротивляться. Потому что они привыкли за все эти годы. Они прекрасно знают то, что да, Лукашенко вот такой вот сякой, кривой, косой, но как бы у нас большие зарплаты для Беларуси. У нас есть там квартиры, льготный кредит. Ну, живем и живем, а вам что не сидится? Я вышел 10 августа в город, так как я прекрасно понимал, что будут нужны люди, которые готовы бороться, биться с оружием, с арматурой. Я взял топор, колун здоровый с метровой ручкой и бейсбольную биту. Я загрузил все это в свой военный баул и поехал в центр. Центр весь был перекрыт. Ну и подумал, что в принципе подожду Ларри, жену свою. Ну и ждал ее где-то 1,5 часа, пока она ехала, потому что она пробовала так доехать, там все перекрыто. Я говорю, езжай так, там тоже все закрыто. И вот гаишник, который регулировал движение, я ему крикнул: вы что вообще, делаете? Да, я ему сказал, он подошел ко мне, он еще рацию достал. Я понял, что сейчас за мной приедут. Ну, я решил быстренько свалить оттуда. Пробежал через дворы. И так получилось, что выбегаю со дворов на дорогу. И оказалось, что там Лариса стоит, меня ждет, жена. И тут едет гаишник с мигалкой по тротуару за мной. И бус. Я увидела, как подъезжает, резко тормозит машина гаишника. И буквально через пару секунд подъехал автобус без знаков. Выбежали люди. Их было человек 6, наверное, или 7. Все в черном, балаклавы. Я сказала: это мой муж, что вы делаете? Они меня в сторону. Они его в бусик быстро. И закрыли двери. Все, кинули в бус сразу на колени, а сзади они все собрались возле баула. Я никогда не забуду эту фразу, когда они его открыли. Я услышал только «ёб рот», и потом посыпались удары. Самое жесткое в РОВД было. Один сказал, самый ущербный, там: если ты сейчас не отдашь нам пароль от телефона, сейчас мы тебя тогда опустим в унитаз. И снимем все это на видео. Ну, я сказал: пожалуйста. Вперед. На понт брал. Они любят поиграть в игру. Плохой полицейский, хороший полицейский. Никогда не нужно вестись. Там сидело человек 50 задержанных, и нас охраняло там человека, может, 3 каких-то мусоров. Но там вот был самый ужасный момент, который я до сих пор не могу себе простить. У меня была возможность сбежать. И я представил, что вот так же на убой в 30-х годах также шли послушно в расстрельный ров профессора, колхозники, инженеры, служащие. Я не хотел уезжать, потому что для меня было важно то, что если я уеду, я этим собакам сделаю только лучше. И опять из-за своего скверного характера я не уезжал до последнего. Ларри выгнали с работы, жену. Она не подписала письмо. Тогда ходили по всем организациям бюджетным и требовали сотрудников, чтобы они подписывали письма за отмену санкций. Но я понял, что нужно лучше уезжать, потому что она больше работать в медицине в Беларуси при этом режиме не будет. Я ей сказал. Я вот сейчас, например, начинаю задумываться про тех людей, которые сидят. Я вспоминаю часто людей, которых убили во время протестов. И думаю над тем, чтобы признали политзаключенными Алиневича и его компанию. Алиневич – это анархист, который сидел уже в 10-х годах в Беларуси, которого выпустили, признали политзаключенным. Он уехал в Польшу, насколько я знаю. Когда начались протесты и беспредел, он вернулся и сделал пару дел. Поджег
пару зданий, пару машин. Он сейчас никто, обычный уголовник. И я хочу, чтобы его признали политзаключенным. Ларри как-то спрашивала, а что это даст ему? Я и говорю, что вот представь, ты сидишь в тюрьме, и приходит письмо или адвокат и говорит, что, а вот знаешь, как бы, ну, тебя признали, ты политзаключенный. Это небо и земля для человека, который там и у которого нет ничего, кроме сырых стен и решетки. Я, с одной стороны, скажу страшную вещь. Я скучаю по Беларуси. Мне реально не хватает. И даже если для того, чтобы все поменять, нужна война, а война – это кишки на танках, на траках, гусеницы, оторванные конечности. Даже если для того, чтобы все поменять, потребуется война, я буду это приветствовать. И с удовольствием приму в этом участие. Она необходима. Дети мои знают, что у них родители в тюрьме. Дети мои знают, что такое войско таракана. Они видели вооруженный захват. Мы как бы дома об этом разговариваем. Мы выходим бороться за маму и за папу. Скажи, зачем ты сюда ходишь? Чтобы болеть за маму и папу, чтобы им помочь. Я переехала с 2 детьми, у меня было просто 2 сумочки. 2 небольших дорожных сумки, в которых было самое необходимое. Это мы туда поместились, 2 детей и я. У нас не было самого простого, допустим, полотенца. У нас не было постельного белья. Вот эти бытовые трудности нам помогла решить наша квартирная хозяйка. Пани Жанетта, полька. Вот моя дочь, у нас вот это вот она по весне проходит. А наша мама? Да, ваша мама. Она по весне проходит с этой фотографией. Это она стояла у тракторного завода с призывом, что рабочие Беларуси, не сдавайтесь, мы верим в вас. Это вот зятя мы сделали фотографии, ее муж, то есть их отец. А здесь мы сделали вот это вот фотография, это Тонина, тоже сделали ее. Тоже мама. Да. Я была на площади 2006. 2010, там марш тунеядцев, как бы я была в протестном движении. Я была в курсе всех событий, я многих знала, политиков, где-то заочно, но, во всяком случае, была в курсе. А дочь моя была со мной в 2006 году, в 2010 ее не было, как-то так не получилось. В 2020 году, ну, можно сказать, я ее привела. Я ей показала Сергея Тихановского, его в Ютубе его стримы, ее заинтересовало. И она вышла к микрофону Сергея Тихановского в апреле 2020 года. И сразу же получила первое 23-34. Ну и все, дальше завертелось, понеслось. Она собирала подписи за Светлану Тихановскую, проводила пикеты в поддержку. Расскажи про эти рисунки. Это Настя. Откуда он у тебя? Папа сделал. А вот это делал тоже папа. Вообще надо ему сказать, что я не такой толстый. Ну, папа старался. У меня зять, он был администратором канала «Армия с народом». И его арестовали еще в июле месяце, до выборов, дважды. Дважды он был отпущен, ну, тогда отпускали. По первому, как бы, вызову он должен был явиться. Но когда его отпустили второй раз, мы приняли решение, что ему надо уехать. И он уехал в Россию, там работал, а дочь арестовали 6 сентября 2020 года. Муж вернулся из России после ее ареста, и 2 октября 2020 года он был арестован. Мы не знаем, может, не смог, то, что она арестована, он нет. Может быть, хотел ее освободить. Мою дочь и моего зятя обвинили по 293 статье, часть 2, 3. Это участие, обучение, организация массовых беспорядков. Такая довольно популярная статья. Их осудили на 5,5 лет каждого. Ежик, даже ник было для серой кошки. Такое бывает? Не
Нас не брали ни в школу, никуда, потому что у нас нет законного представителя, чтобы законный представитель представлял интересы детей там, в детском саду, в поликлинике и так далее. Но помогли нам волонтеры, помогали нам девочки-волонтеры, девочки-партизанки. Я им очень благодарна. Это наши белорусские. Понимаете, дети должны иметь законных родителей или опекуна законного. А мои дети, мои внуки приехали в Польшу без законных родителей и без опекуна. То есть можно сказать, что я третье лицо считается. Это незаконный представитель. И вот сейчас были суды. Мы доказывали, что я могу заниматься детьми. У них нет, наверное, такого осознания, что тюрьма – это надолго. Они знают, что тюрьма – это плохо. Они знают, что мама и папа – герои. Хотя вот когда разговор шел, что 5,5 лет, может, я там где-то по телефону кому-то сказала. Мне Ваня спросил: бабуля, а 5 лет – это много? Я говорю: Ваня, что это много? Он мне говорит: а сколько это дней? Я говорю: Ваня, что это очень много дней. Вот Настя иногда усыпает там когда-нибудь, и она такая, такой, как будто плачет. Ваня на нее: Настя, чего ты? Она такая: я плачу за маму и папу. А Ваня: не плачь, мы за них будем бороться. Такой.